компетентных органов. По всей этой информации, которую нам представили, получилось так, что данная организация, которая стала победителем, его и сам заказчик, и полномочный орган, и сам участник были заинтересованы, что именно данный участник стал победителем. И вынесли решение о том, что нарушение статьи 17 в части сговора между полномочным органом, заказчиком и участником закупки. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении административного производства. Там, если честно, в отношении участника штрафы огромные. Это от 10 до 50% от начальной максимальной цены контракта. Это получается, если 130 миллионов, если цена контракта была, это получается 13 65 миллионов. миллионов может быть штраф. Да, это самый минимум, 13 миллионов, 10%. И поэтому тоже обращаю внимание, что даже собственные факторы, которые будут нами замечены, мы будем провели плановую проверку в отношении заказчиков и в отношении участников, и в случае выявления фактов будет привлекать должностных лиц. Как отметил Руслан, что уголовная ответственность по 178 статье, это, если честно, 178 говорит о том, что ограничение конкуренции должностными лицами при проведении торгов, при выявлении сговора, и там лишение свободы. Да. И я думаю, это очень серьезная статья, чтобы там Легче сидеть, получается, да? 480 миллионов. Да. Так что. Нет, в этом году уже на десятки миллионов штрафов вынесено. И таким делам тоже вынесено. Тоже по 17 статье у нас выдано 17 предупреждений было выдано органам местного самоуправления. Это по земельному кодексу. У нас вот проводились плановые проверки в отношении органов местного самоуправления, и выявлено очень много нарушений именно при выдаче земельных участков, проведение торгов, аренда и продажа земельных участков. Вот вынесено в отношении органов власти 32 решения о нарушении федерального закона о защите конкуренции. Это статья 17. И хотел бы тоже отметить, что за нарушение статьи 17 привлекается по 14.9. 14.9, второе нарушение, как я ранее говорил, это дисквалификация. Основные нарушения, которые допускаются при проведении торгов по аренде и продаже земельных участков, это отсутствие параметров разрешенного строительства, отсутствие тех условий, также отсутствие информации о порядке возврата. И все эти нарушения являются нарушением статьи 17, и материалы подаются должностным лицам для привлечения к административной ответственности. Последнее, что я хотел по антимонопольному отметить, это получается тоже в отношении органов местного управления, то же самое может быть и в отношении органов власти и федеральных органов власти, которые проводят торги по продаже земельных участков, также по реализации имущества и другие обязательные требования, которые установлены федеральным законом о проведении торгов. Это у нас поступила жалоба на администрацию муниципального органа, и в котором заявитель указывал, что в связи с тем, что была только единственная заявка при проведении торгов, заказчик просто отказался с ним заключать договор. Поступила жалоба, мы рассмотрели данную жалобу, и действительно в случае, если только одна заявка в соответствии с законом, данная закупка признается несостоявшейся. Если данная закупка признается не как в 44-м, 44-м законодательство контрактной системы, в случае, если остается только одна заявка, действительно признается несостоявшимся и заключается с этим участником. При проведении торгов, например, по продаже имущества по 178-му
это закон о приватизации. У нас, если одна заявка остается, то данные торги признаются несостоявшимся, и организатор торгов должен провести еще раз торги, да, повторно провести торги, и договор не заключается с единственным участником. По антимонопольному у нас вот именно вот эти дела, которые я озвучил, и Ну, по земельным участкам чуть-чуть еще хотел акцентировать на внимание. А земельные участки, это в принципе, если мы его продаем, если у нас его продают, либо сдают в аренду, то для бюджета муниципального образования получить максимальную выгоду от этого земельного участка и является основной целью. Допустим, назрали для шалаши или в аренду сдать эти шалаши, эти деньги поступают в бюджет, и получается все жители этого назрания соответствуют. А мы берем этот максимально, пытаемся аукционы, которые мы выявляем, да, максимально мы там информацию оттуда вытаскиваем, минимум, чтобы люди об этом узнали, чтобы это земельный участок, никто туда не посмотрел. Если посмотрел, чтобы подумал, что он лежит где-то в чаще леса, он не интересен никому. Либо мы с ними делаем, что, допустим, на строительство детской площадки, да, там, социального такого, что там не приносит доходов, передаем его в аренду. Как только торги проходят, заключили договор с тем, с кем нужно, тут же меняем вид разрешенного строительства на строительство торгового центра. То есть автоматически земельный участок для строительства детской площадки он стоит, там, допустим, 100 тысяч в месяц в год, и при строительстве торгового центра он уже стоит миллионы. Все эти деньги, они уходят мимо бюджета. Просто, получается, население, да, недобросовестные эти люди, они дурачат наше население. да, Когда возбуждаешь дело, да, асхейца, да. и начальная максимальная цена всегда занижена. Самый минимум. Открываем, да, торги смотрим, копейки, вообще копейки. Ну, кто эти земли оценивает? Ну, когда-то за них будет, наверное, спрос и со стороны правоохранителей. С нашей стороны максимально смотрим на эти дела. И вот сейчас готовим иск в суд, чтобы забрать, снести уже построенный торговый центр, который незаконно построен. Вот. И почему так делается? И, не знаю, общественные какие-то организации, которые вокруг мест самоуправления, либо и так, и у региональных органов власти, может, они должны это контролировать, смотреть, чтобы, не знаю, за 30 рублей это все не продавалось. Еще одно ноу-хау, которое придумывается, в аренду там, на 6 месяцев дается земельный участок, недалеко от дороги, обычно это бывает в хорошем месте, там, где строительство там, невозможно изначально. Дают ему в аренду, он там говорит, я хочу временное сооружение построить, ему дают разрешение, потом говорит, я хочу там фундамент залить, ему дают разрешение, и в течение этих там полугода они там что-то там, вида там лотка что-то строят. После этого в соответствии с земельным кодексом он обращается в орган местного самоуправления, говорит, ну, права устанавливают на это, то, что он построил, соответственно, да, несложно это делается. Обращается в орган местного самоуправления, говорит, имею право выкупа муниципального земельного участка под своей недвижимостью, преимущественное право выкупа. Если орган местного управления ему там за 1000 рублей, за 2000 рублей отдают земельный участок, вот просто так не должно быть. И только в этом году больше 100, да, по земельным участкам уже предупреждение выдали необходимости расторжения заключенных договоров и так далее. То есть это очень важно, нельзя допускать такого рода предательские, по мне, отношения к своему населению. Теперь по закону о 44-м федеральном законе у нас там расскажет, доклад выступит специалист, ведущий специалист Халмурзиев Магомед, он занимается контролем в Севере 44-й федеральный закон. В четвертом квартале 2018 года в адрес Имущественного УКАС России поступило 73 жалобы от участников закупок на действия уполномоченных органов и государственных заказчиков и муниципальных заказчиков. По итогам рассмотренных жалоб 19 из них признаны необоснованными, 21 жалоба обоснована, 9 жалоб признаны частично обоснованными, 16 жалоб отозвано, 8 возвращено, 1 находится на стадии рассмотрения. Таким образом, количество обоснованных жалоб составляет 60% от числа поступивших жалоб. За отчетный период 2018 года по результатам рассмотрения жалоб Ингушским УКАС России было выдано 37 предписаний. Типовыми нарушениями явились такие, как нарушение в части размещения информации в единой информационной системе,
нарушение требований снижения документации, нарушение порядка отбора участников закупок, нарушение в части установления требований документации закупок, влекущих ограничение количества участников закупок. При этом даже в тех случаях, когда жалоба признается необоснованной, Имущественный кодекс России при проведении плана проверок на основании статьи 99 Закона о контрактной системе выявляются нарушения, что в основном приводит к выдаче предписания о внесении изменений в документацию. В результате рассмотрения жалоб и проведения по ним неплановых проверок выдано 37 предписаний для устранения допущенных нарушений законодательства о контрактной системе. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд условно можно разделить на несколько этапов. Первый этап – это этап планирования закупок. Здесь заказчик ставит цель осуществления закупки. Второй этап – это этап определения поставщика. Совокупность действий начинается с размещения, изучения, осуществления закупки, товаров, работ, услуг и завершается заключением контракта. По сути, это способ достижения цели закупки. Третий этап – это этап исполнения контракта, этап, на котором возможно оценить полученный результат и определить, были ли достигнуты цели, которые поставлены при планировании. То есть от того, насколько качественно заказчиком был осуществлен процесс планирования закупки, зависит, будет или нет допущено нарушение закона при формировании документации, выборе способа закупки, отбора участников. Соответственно, от того, насколько грамотно сформулирована документация закупки, в частности, техническое задание и проект контракта, будет зависеть качество закупаемого товара, работы, услуг. При рассмотрении жалоб участия в закупке Ингушская УФАС России нередко сталкивается с проблемой разработки документации заказчиком без соблюдения норм и принципов законодательства о контрактной системе. Так, с заказчиком не проводится надлежащая работа по изучению конкурентного рынка закупаемой продукции, обоснованию цены контракта, что приводит часто к закупке товара, работ, услуг, поставка которого осуществляется единственным производителем на рынке. При этом непосредственно на заседании комиссии при рассмотрении жалоб по существу представители заказчика возмущаются тем, что за 4-3 дня до заседания они не смогли собрать доказательства об отсутствии технических параметров закупаемой продукции, присущей только единственному производителю. Напротив, такую работу необходимо было провести заказчикам еще на этапе планирования закупки, то есть запросить письма, подтверждающие у различных производителей и так далее. В последнее время увеличилось количество обоснованных жалоб на положение документации в части ограничения конкуренции и невозможности поставки эквивалентного товара. При описании документации объекта закупки заказчикам нередко указываются требования к закупаемому товару, которые свидетельствуют о его конкретном производителе, в отсутствии специфики использования такого товара, что является нарушением положений статьи 33 Закона о контрактной системе. В Ингушскую УФАС России поступила жалоба на действия заказчика о включении им в аукционную документацию требований к закупаемому товару, которые прямо свидетельствовали о единственном производителе. Заказчиком размещено изучение на поставку легкового автомобиля, при этом техническому заданию соответствовала только определенная марка автомобиля, что является нарушением частей 1.2 статьи 8 и части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе. Спорные характеристики боковых зеркал, обогрева, антипробуксовочной системы, заявленные заказчиком, полностью соответствовали автомобилю определенной марки и не являлись эквивалентными другим маркам автомобиля. Сформулированные заказчиком требования привели к необоснованному ограничению количества участников аукциона, что было подтверждено материалами дела. На участие в аукционе подана одна заявка. Контракт заключен по начальной максимальной цене. Более того, податель жалобы представил доказательства о невозможности поставки аналогичного товара. При этом заказчикам, напротив, не было представлено обоснование необходимости закупить товар с наименованием в документации, характеристиками и обоснование их значимости для заказчика. В результате жалоба была признана обоснованной. Заказчик таким образом формирование технического задания, описывающего товар конкретного производителя, наталкивает на мысль о том, что заказчик преследует свои интересы и принимает решения не на основании реальных потребностей, что приводит зачастую к поставке товара низкого качества. В последнее время недобросовестные заказчики все чаще используют инструкцию по заполнению заявки как инструмент привести к победе своего поставщика. Так, инструкция по заполнению заявки, как правило, содержит запутанные требования. Иногда в инструкции
прописано, что один и тот же показатель технического задания можно трактовать по-разному. Такие нечетко прописанные требования не дают основания для принятия справедливого решения. Оценка первых частей заявок субъективна или дает возможность для манипуляций. Порой заказчики так формулируют техническое задание, что сами в итоге не понимают, какие требования к товару, работам, услугам установили и на основании чего. Нередко случаи, когда инструкция по заполнению первой части заявки сформулирована так, что не только участник закупки не может разобраться, что там написано, но и сам заказчик путается в ней при рассмотрении заявок, что приводит к незаконному отказу в допуске и, следовательно, отмене закупки и применению штрафных санкций к заказчику. При этом инструкция должна однозначно определять, как заполнять первую часть заявки. Разработка инструкции по заполнению заявки на 20 и более листах является коррупционной схемой для допуска нужных поставщиков. Положение инструкции делают отсылки на различные ГОСТы. Таким образом, чтобы описать, казалось бы, такой простой товар, как поставка зеленого горошка, становится задачей со многими неизвестными. Заказчик требует описать градацию цвета зеленого горошка и размер горошины в зависимости от сорта, и в итоге получает товар самого низкого сорта, потому что так изначально было прописано в техническом задании и инструкции по заполнению заявки. Стремление заказчика запутать участников приводит в итоге к тому, что участник прибегает к услугам сторонних организаций для составления заявки за определенную плату. Следовательно, закупить и поставить товар высшего качества по предложенной в ходе аукционной цене становится экономически невыгодным. Вот и получается, что в больницах, школах, детсадах кормят горошком первого сорта, что тоже допустимо в принципе, но хотелось бы высшего или экстра сорта. Таким образом, участник закупки, возможно, и являясь профессионалом в своей области, помимо знаний в строительстве или производстве продуктов питания, должен быть не только знатоком норм 44-го федерального закона, но и в первую очередь обладать специальными знаниями в области лингвистики, чтобы правильно понять, как трактовать то или иное положение инструкции по заполнению заявки. Непонятно, где участник указать минимальное значение, где максимальное, где диапазонное, где значение, которое не может изменяться, где крайний показатель входит в диапазон, где нет и так далее. Причем характеристики товара могут располагаться в разных частях документации, то есть в техническом задании указаны все характеристики, а где-то в середине инструкции по заполнению заявки установлены требования о поставке товара в стеклянных или пластиковых бутылках. То есть все эти требования вводят в заблуждение участников закупки и не дают правильно заполнить заявку на участие в аукционе, что приводит к отклонению данных участников. Кроме того, часто поступают жалобы на действия заказчика при даче разъяснений положения документации о том, как правильно трактовать различные и часто противоречивые положения инструкции по заполнению заявки. При этом заказчиками разъяснения положения документации подменены ссылками на документацию о закупке и приводят только нормы законодательства. Такое двоякое толкование инструкции приводит к разному отношению к участникам, то есть по одинаковым условиям одни из них допускают, других нет. Наверное, из-за таких уловок со стороны предприимчивого заказчика малый бизнес не участвует в госзакупках, заранее зная, что его заявка будет отклонена. За необоснованный отказ в допуске заявок управлением выдаются предписания по устранению допущенных нарушений и возбуждаются административные дела в отношении виновных должностных лиц. В соответствии с последними изменениями законодательства в части требований к составу заявки, участнику необходимо указать только согласие на выполнение работ, а также наименование страны происхождения только в случае установления условий по статье 14 Закона о контрактной системе и конкретные показатели только в том случае, если в документации нет указания на товарный знак или участникам предлагается эквивалент товара, установленный в документации. Да, и по проверкам у нас. Ингушский УФАС России проводится в большинстве случаев камеральный, то есть запрос необходимых документов, материалов и непосредственно их анализ в управлении. В том числе в проверке закупок, осуществляемой в ходе рассмотрения жалоб, не имеется и выездные с выходом на место проверки. В четвертом квартале 2018 года осуществлено 49 неплановых проверок на основании статьи 99. В
Закона о контрактной системе. Как правило, основанием для проведения таких проверок служит поступление информации и обращений от самих заказчиков, а также на основании информации и материалов, поступающих из контрольно-ревизионных органов и правоохранительных органов, а также от юридических и физических лиц. За отчетный период 2018 года Ингушский УФАС России проведено 2 плановых и 7 неплановых проверок с прокуратурой Республики Ингушетия. В результате проведенных неплановых проверок проверено более 160 закупок, выявлено 93 закупки с нарушением законодательства о контрактной системе. Это получается почти, То есть половина, больше половины даже. больше половины закупок То есть проверено с нарушением. В соответствии с постановлением правительства 27 октября 2015 года номер 1148 о порядке ведения реестра жалоб, планов неправильных проверок, принятых по ним решениям и выданных предписаниям, вся информация о проведении управлением плановых и неплановых проверок размещается в единой информационной системе на сайте закупки.gov.ru. Ингушским УФАС России утвержден и размещен на официальном сайте ВИИС план плановых проверок на второе полугодие 2018 года. В адрес Ингушского УФАС России в последнее время увеличилось количество поступающих обращений о заключении контракта у единственного поставщика по пункту 9, часть 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, то есть вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций. Также заказчик обязан уведомить в срок не позднее 1 рабочего дня с даты заключения контракта контрольный орган о закупке у единственного поставщика по данной норме закона. В случае сомнения о наличии оснований для осуществления такой закупки контрольным органом осуществляется неплановая проверка на основании статьи 99 Закона о контрактной системе. Так, по реестру недобросовестных поставщиков. За 4-й квартал 2018 года к нам поступило одно обращение от заказчика, согласно которого победитель закупки отказался от заключения контракта, то есть несвоевременно представил обеспечение контракта. Ингушский УФАС России, рассмотрев данное обращение, было принято решение о включении недобросовестного поставщика в реестр недобросовестных поставщиков. Суть, хотел бы пояснить по поводу включения. Сам участник тоже явился на рассмотрение и указывал на то, что ошибочно, получается, как обеспечение исполнения контракта он направил платежное поручение, которое ранее направлялось по другому контракту, и сумма была там ниже. И на основании вот этого заказчик нам направил уведомление о включении. Сам участник явился и указал на то, что ошибочно представил данное платежное поручение. Но несмотря на это, доказательства представить не смог, и мы включили данного участника в реестр. И в течение 2 лет, в случае, если заказчик устанавливает требования, что данный участник не может находиться в реестре, то он участвовать не может в закупке. И тоже хотел отметить, что такие случаи, случаи ненаправления или несвоевременного направления со стороны заказчика, это штраф 20 000. И у нас много случаев, когда заказчик нарушает именно порядок направления информации в контрольный орган включения в реестр. И мы принимаем решение в случае, если есть нарушение, включить, но при этом также вносим, передаем материал дела должностному лицу для рассмотрения вопроса привлечения должностного лица заказчика административной ответственности за нарушение порядка, за нарушение сроков. Так что хотел бы тоже, чтобы обратили внимание, что порядок и сроки нарушать нельзя по реестру поставщиков. Здесь большая проблема у нас в нашей республике. Получается, если подрядчик некачественно, со срывами срока и в других ситуациях, которые прописаны в госконтракте, если он все это делает, необходимо, просто обязано. Раньше это было право, еще давно, правда, до сих пор мы как к праву к этому относимся. Необходимо выставлять пеневый штраф. Мы это не выставляем, и, соответственно, это может быть и расценка как ущерб государства. Кроме этого, обязаны направлять в реестр недобросовестных поставщиков. Не направление штрафа, опять же, информации, 50 000. Необходимо направлять, если он не в срок выполнения. За рамками срока, допустим, до 1 января он должен построить какой-то объект, либо там поставку товара. Если он это не сделал, мы не имеем права продлевать его уже на январь. Соответственно, там какими-то документами, доп. Соглашения и так далее. Любое доп. Соглашение это 50 000. Любое доп. Соглашение, которое не соответствует. Соответствует только там изменение реквизитов оплаты, там, адрес и так далее. Только в этой части
можно вносить изменения. Остальное все нельзя. Вот то, что всего один материал к нам был направлен за 4-й квартал, либо у нас, получается, все подрядчики 100% выполняют все свои обязательства, либо наши заказчики злоупотребляют этим инструментом, и, соответственно, да, какие санкции за это у них точно будут при проведении ближайшей проверки. По итогам рассмотрения всех этих дел, возбужденных дел, применяя меры административной ответственности, с докладом на эту тему выступил ведущий специалист нашего управления Дачи Михаил Владимирович. Хорошо. В соответствии с статьей 1.1 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, законодательство об административных правонарушениях состоит из настоящего кодекса и принимаемым в соответствии с ним законодательство субъекта Российской Федерации об административном правонарушении. Настоящий кодекс основан на Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормативных международного права. Международные договора Российской Федерации. Есть международные договора Российской Федерации, установлены иные правила, чем предусмотрены законодательством договора. Сути, да. Ингушская федерация России в 4-м квартале 2018 года на основании решения управления вынесли комиссии по контролю в сфере закупок при рассмотрении жалоб на действия бездействия заказчика полномочного органа Республики Ингушетия о нарушении закона о контрактной системе, нарушение антимонопольного законодательства о рекламе, а также на основании актов, составленных по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении территориальных органов Федеральной службы по надзору сферы здравоохранения по Республике Ингушетия, Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия и Федеральное казенное учреждение Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Республики Ингушетия вынесено 90 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму 1 957 120 рубля. Оплаченный административный штраф был вынесен постановлением на сумму 894 513 рублей. Рассмотрим некоторые примеры. Наиболее частым нарушением является утверждение заказчиком документации, не соответствующей нормам статьи 64-33 Закона о контрактной системе, что предусматривает административную ответственность по части 2, 4.2 статьи 7.30. Пример первый. В результате неплановой проверки, проведенной комиссией Ингушской федерации России в сфере закупок в рамках рассмотрения жалобы юридического лица на действия бездействия заказчика, установлено, что документация о закупке не указана в идентификационный код закупки. Вместе с тем, согласно части 1 статьи 23 Закона о контрактной системе, идентификационный код закупки указывается в плане закупок, план графики и решения по осуществлению закупки, повышение принятия участия, определение поставщика, подрядчика, исполнителя, осуществляемого закрытым способом документации закупки в контракте, а также иных документов, предусмотренных законодательством контрактной системе. Чуть менее частным является нарушение полномочного органа порядка отбора участника закупка, а именно необоснованное отклонение от групп заявок участника закупки, что предусматривает административную ответственность по части 2 статьи 7.30. Нет, у нас Просто у нас хотел бы уточнить, что по рекламе 5 дел у нас рассмотрено, скажу, есть решение. в 44-м еще интересный момент, что заказчики, например, получив предписание, часто думают, что они не понесут административное наказание. У нас, например, мы даем предписание, думают, что исполним предписание, потом, когда мы направляем уведомление о составлении протокола, они приходят, говорят, мы же исполнили предписание, почему вы нам направили уведомление о составлении протокола. Хотел бы напомнить, что в случае, если решение антимонопольного органа признает нарушение действия заказчика, то это обязательно будет учет административной ответственности. Так что хотел бы вам просто у нас
Вот, часто вот, когда приходят, именно этот вопрос задают, и по судебной практике у нас вот за 4-й квартал обжаловано там 14 решения по федеральному закону о защите конкуренции и федеральному закону о контрактной системе, и обжаловано 63 постановления о наложении штрафа. Практика обжалования решения предписания постановления судьи показывает, что управление действий закона и обосновано, потому что у нас пока по 44-му нет принятого решения. И даже если у нас в судах общей юрисдикции принимается решение по нашим постановлениям, только понимается, что есть действительно нарушение, но иногда там отменяют по малозначительности. Но малозначительность это подтверждает, что нарушение было, просто ограничивается устным замечанием, что в следующий раз данное должностное лицо не допускало нарушения. На этом у нас все. Если у вас есть вопросы, мы ответим. Предложения какие-то, если есть, я тоже запишем. Да, я слышал, да, это был Про заказчика, про исполнителя не говорите. Деньги не заложены у нас, а экспертиза. Сам факт, у нас нет этих денег, мы не можем пройти экспертизу. Комиссия есть, мы визуально смотрим. Но это, если не мы решаем, головы решают. И из-за этого проблема бывает. Смотрите, если у вас есть сложность, Да, мы можем, когда у нас работа, проверки, это все. нет, смотрите, когда вы размещаете закон, сколько технологические и функционально сложные вопросы, и может ли ваша комиссия его принять? Планирование? Примерно, вот, мы закупили ГСМ, они документацию, сертификаты все выдают, но машина проводит совсем другое, как называли. Нет, это тогда нам надо обращаться в компетентные органы для проверки топлива, потом в случае выявления несоответствия ГОСТу вы предлагаете проверять данные, включение в реестр, там все послушается. Я один раз вам был включен в это, ясно. Ну, еще раз включу. Это здоровый идет. Есть постановление правительства именно по военным защите формы. Именно такое сукно должно быть. Именно только одно предприятие может эту ткань делать. Это же с головы идет, соответственно, ограничение. Это постановление правительства.